Доброе утро! Скоро в Якутии состоится Кубок мира по вольной борьбе. Об этом мы поговорим с нашим гостем, заместителем министра по физической культуре и спорту Александром Николаевичем Бугаевым. Доброе утро! Доброе утро, Иван. В какие сроки пройдет Кубок мира и когда уже можно покупать билет? Да, дни соревнований это 16-17 марта. И сегодня, кстати, 15 февраля, это день старта продажи, официальный день продажи билетов. Продажи будут онлайн-продажа, это вот на сайте могут tes.com, tes.rus.com. И по 5 точкам в городе Якутске это Саха-театр, касса, театр оперы и балета, ДК Кулаковского, касса филармонии в ТРК Туймада и в самом центре ЦСП «Триумф», где, в принципе, пройдут сами соревнования. А сколько ценовая категория билетов? От скольки до скольки? Конкретно там уже все утверждено 500 и 800. Центральные трибуны 800 рублей, боковые сектора по 500. Почему важно проведение Кубка мира по вольной борьбе именно у нас в Якутии? В прошлом году инициатива была главы нашей республики Александра Сергеевича Николаева, и на что получил подтверждение, одобрение Объединенной меры борьбы, это вот Международная федерация борьбы, да. И, как вы знаете, последний раз в России он проводился в 2011 году, и, в принципе, и тогда же Россия выигрывала Кубок мира. И вот спустя, значит, 8 лет, да, и оно вернулось к нам в Россию, и хозяином стали вот именно мы, город Якутск. Сколько планируете участников, из каких стран уже, возможно, какие-то заявки подаются, и кто у нас будет лидерами нашей сборной? Тут все четко, каждый год это соревнования официальные UVV, но проводится ежегодно, и в нем всегда участвует 8 сильнейших команд мира, которые отбираются по итогам чемпионата мира предыдущего года. И эти команды уже известны, Россия, США, Грузия, Турция, Иран, Монголия, Япония. И на сегодняшний день точные заявки, списки подали 3 команды. Это Япония, США, Монголия. Остальные команды, я думаю, до конца месяца заявятся. Например, сборная США, они везут молодых ребят, на апробацию, да, тем более, что это проводится за год, грубо говоря, до Олимпиады в Токио, 2020 Олимпиады. Вот как раз об Олимпиаде, да, сейчас проходит олимпийский цикл, да, предолимпийские турниры. Жалко, Кубок мира, он не является квалификационным турниром, я так понимаю, на Олимпийские игры, но, тем не менее, есть возможность кого-то опробировать, проверить и посмотреть, как он будет себя вести. Вот поэтому кто лидеры будут нашей сборной, кого мы будем в Якутии представлять сборную России? Значит, в данный момент в состав сборной команды России вошли 3 наших ребят. Это Ариан Тютурин 57 килограмм, Эдуард Григорьев 61 и Виктор Осадин 65. Они в данный момент находятся в городе Сочи на учебно-тренировочных сборах в составе сборной команды России. И, кстати, вот последняя горячая новость. Вчера Владимир Владимирович Путин встречался там, в Сочи, со сборной командой России. И, значит, главный тренер России Дзамбалат Тедеев, вот по итогам вот этих сборов и еще участия в одном международном турнире Данколов, они определят основной состав, который будет выступать именно в городе Якутске. И обязательно же наши борцы, не все 3, возможно, но должны будут обязательно участвовать. А сколько вообще всего спортсменов ожидается? Спортсменов, состав команды 10 весовых категорий и по положению еще 10 резервного состава. То есть замена. Мало ли, вдруг там кто-то травмируется, поэтому по положению 20 спортсменов. Итого 160 будет спортсменов, 8 команд. Строго 8 команд. Где будут проживать спортсмены, где будут питаться? Это соревнование такого, скажем так, высокого статуса, ранга, уровня, поэтому спортсмены будут проживать в гостинице Тыгын-Дархан, в самом ЦСП «Триумф» и в Полярной звезде. А вообще, какая культурная программа, может быть, предусматривается для спортсменов? Может быть, какие-то интересные походы и так далее? Да, мы, как хозяева, проводящая сторона, мы постараемся показать все наши достопримечательности города Якутска. И, конечно, сейчас оргкомитет работает, и комиссия по культурной программе подготовила все культурные, царство вечной мерзлоты, наш музей, музей Мамонта и так далее. А вообще, какие ожидания у нас от проведения Кубка мира здесь, в Якутске? Это, конечно, в первую очередь, это мы смотрим, как проводящая сторона Россия, да, город Якутск. И, конечно же, это предолимпийский год, это, то есть, апробация наших спортсменов перед Олимпиадой. И, в принципе, подготовка к Олимпиаде, этап подготовки к Олимпиаде. Спасибо большое, Александр Николаевич, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачного проведения турнира у нас на территории республики Саха-Якутия. Я думаю, он запомнится спортсменам как яркое спортивное событие этого года. Спасибо. Удачи. Спасибо. Дорогие друзья, мы не прощаемся с вами. Новый день буквально после короткой рекламной паузы продолжит свой ход на канале НВК Саха. Я же с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся в понедельник. А эфир продолжит Пелагея Брутахова и Алексей Лукин. Оставайтесь вместе с нами. Всем хорошего настроения, отличных выходных. Пока-пока.